Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о крымском хане Давлетгерее и его походе на Москву в 1571 году. Алга. Давлетгерей стал крымским ханом в 1551 году. Заручившись поддержкой османского султана, он стал ханом вместо своего дяди Сахибгерея I, того самого, который правил в Казани в 1521-24 годах. В Бахчисарае, столице Крымского ханства, были недовольны активными действиями Ивана IV в отношении татарских государств. Поэтому еще летом 1552 года Давлетгерей, пытавшийся предотвратить завоевание Иваном Грозным Казанского ханства, предпринял свой первый поход на русское государство. В ханском походе на Русь участвовали турецкие янычары с пушками, а вначале хан двинулся по Изюмскому шляху на рязанские места, откуда планировал подойти к Коломне. Однако вскоре хан, узнав, что сам царь с большим войском стоит под Коломной, ожидая татар, изменил свой план и устремился к Туле. 21-22 июня крымский хан со своим войском подошел к Туле и осадил город. Обороной города руководил воевода князь Григорий Иванович Чомкин-Ростовский. Иван Грозный отправил на помощь тульскому гарнизону русские полки в размере 15 тысяч человек под командованием князей Шенятьева и Курбского. Крымцы осадили город и стали обстреливать его из артиллерии. 23 июня тульский гарнизон, узнав о приближении посланных царем на помощь полков, предпринял вылазку из крепости и вынудил противника отступить. В сражении погиб князь Камбердей, шурин Давлетгерея, а русские войска захватили всю турецкую артиллерию. Весной 1555 года, уже после падения Казани, хан во главе с 60-тысячным войском выступил в новый поход на русское царство. Он сделал отвлекающий маневр и пошел сначала на пятигорских черкесов, которые приняли покровительство русского царя. Узнав об этом, летом Иван Грозный организовал военный поход на Крымское ханство. 13-тысячное русское войско под командованием Шереметова и Салтыкова выступила из Белева в поход на крымские улусы к Перекопу. По пути московские воеводы узнали, что крымский хан с войском переправился через реку Северный Донец, намереваясь напасть на рязанские и тульские места. По сообщению князя Курбского, под командованием крымского хана находились отряды турецких янычар и пушки. Сам царь Иван Грозный тоже выступил навстречу с войском из Москвы в Тулу. Узнав о выступлении войска Ивана Грозного из Коломны на Тулу и спасаясь от угрозы быть атакованным с двух сторон, крымский хан повернул свою орду назад и неожиданно наткнулся на отряд Шереметова у села Судбище. Не вступая в сражение, он быстро пошел на юг, бросив обоз. Шереметев взял обоз и в сопровождении 6 тысяч воинов отправил его в города Мценск и Рязань. На следующее утро хан атаковал малочисленное войско русских. 3 июля 1555 года в сражении у села Судбище в 150 километрах от Тулы крымский хан не сумел сломить русское войско. В сражении на Судбищах татары понесли большие потери. Среди убитых были ханские сыновья Калга, Ахмедгерей и Хаджигерей. Опасаясь подхода основных сил русской армии, Давлетгерей I прекратил бой и ушел в степные улусы. В январе 1558 года Московское княжество напало на Ливонию, территорию современных Эстонии и Латвии, что привело к длительной войне сначала с Великим княжеством Литовским, а затем с Речью Посполитой и с 1570 года со Швецией. Длительная Ливонская война привела к внутренним конфликтам в Московском царстве. Военные неудачи Иван Грозный начал прямо связывать с предательством. Для борьбы с боярской оппозицией, которая пыталась ограничить полномочия царя, был введен институт опричнины. Царь взял под собственное управление ряд земель, на которых для борьбы с предателями было создано специальное войско из молодых дворян. При этом остальные земли объединили в так называемую земщину. Опричники начали террор против врагов Грозного, настоящих и выдуманных. При этом их боеспособность была крайне низкой из-за нехватки опыта боевых действий против настоящих армий. В 1570 году полководец князь Михаил Воротынский отчитался о неудовлетворительной работе станичной и сторожевой служб на южных рубежах государства. В начале следующего года под руководством князя проводились служебные реформы, которые так и не были полностью реализованы. Например, 16 февраля 1571 года Воротынский
назначил новый устав сторожевой и пограничной службы, уделив особое внимание охране степных территорий и обнаружению татарских воинских людей. Новая оборонительная система на юге состояла из подвижных и неподвижных элементов. Чтобы обезопасить свои южные границы, Иван Грозный в 1570 году начал дипломатические переговоры с Крымским ханством относительно его претензий на Астрахань. Одновременно он направил послов в Стамбул, чтобы сдержать Крым от активных действий. Однако султан Селим II, не давая прямого разрешения на поход на Москву, дал понять Давлет-Гирею, что не возражает против этого. Весной того же года Давлет-Гирей собрал войско численностью до 40 тысяч воинов и напал на Русь. Хотя в российской историографии традиционно считалось, что хан прямо пошел на Москву, современные исследования исходят из того, что хан вряд ли рассчитывал на то, что ему удастся нанести поражение русскому войску и выйти к Москве. Первоначальной целью крымского набега была добыча полона. Подтверждением этому является относительно небольшая численность войска, а также отсутствие в нем артиллерии и пехоты. Однако хана убедили идти на Москву сообщения от русских перебежчиков. В городе был голод, казни, отсутствовало ополчение. Возможно, здесь имела место целенаправленная дезинформация и попытки заманить ханское войско под Серпухов, где его на окских укрепленных позициях ожидал береговой разряд, за которым расположились еще два крупных разряда – опричный и заречный. Общая численность русских войск составляла от 35 до 40 тысяч воинов, главным образом пехоты. Однако хан через своих разведчиков почуял подвох, предпринял обходной маневр русских войск с запада. Незаметно для русских дозоров его войско переправилось через Оку под Перемышлем, а затем переправилось через Угру и с неожиданного направления устремилось к Москве, разбив по пути опричный отряд Волынского. Русские воеводы сняли со своих позиций и поспешили к Москве. Одновременно в столицу стекались вытесненные с захваченных территорий беженцы. Иван IV, узнав о скором приближении крымской армии, уехал в Ростов. Основные силы Московии участвовали в Ливонской войне, а южные подходы в Москву охраняло только 6-тысячное войско на Оке. Татары успешно обошли его и ударили по флангу, заставив спасаться бегством. 2 июня войско Давлет-Гирея подошло к Москве. 23 мая 1571 года крымское войско было у стен города, разбив лагерь под Коломенским. В то же время в город вошли русские воеводы. Войско Ивана Бельского стояло на Большой улице, а полк Ивана Мстиславского и Ивана Шереметьева-Меньшова на Якиманке. Передовой полк Михаила Воротынского и Петра Татева стояли на Таганском лугу. Опричное же войско Василия Тёмкина-Ростовского находилось на Неглинной. По свидетельству летописцев, князь Иван Дмитриевич Бельский выезжал против крымских людей за Москву-реку, на луг, за болото и дело с ними делал. В ходе боя крымцы оттеснили русских, князь Бельский был ранен, а по городу стремительно распространился пожар. Английский дипломат Джильс Флетчер писал: «Сам город неприятель не взял, но зажег его предместья, которые, состоя из деревянного строения, без камня, кирпича или глины, за исключением немногих наружных покоев, сгорели с такой быстротой, и огонь так далеко распространился, что в 4 часа не стало большей части города, имеющего до 30 миль более в окружности». Зрелище было ужасное. Единственным безопасным местом был каменный Кремль, а из-за пожара и вестей о скором приближении русских войск Давлет-Гирей решил его не штурмовать. Огонь охватил торговые ряды и лавки у стен Кремля, после чего будущую Красную площадь долгое время называли пожаром. Немецкий путешественник и историк Адам Алиарий вспоминает, что Москва совершенно погорела вплоть до Кремля при большом набеге крымских и перекопских татар. По мнению английского дипломата Джерома Гарсея, пожар начался от колокольни Ивана Великого из-за сильного пожара и ветра. Огонь быстро распространился по всему городу. Опричник Генрих Штаден оставил такое воспоминание. Поначалу татарский хан приказал подпалить увеселительный двор великого князя Коломенского в 1 миле от города. Все, кто жил вне города, в окрестных слободах, все бежали и укрылись в одном месте. Духовные из монастырей, миряне, опричники и земские. На другой день он поджег земляной город, целиком все предместье.
В нем было также много монастырей и церквей. За 6 часов выгорели начисто и город, и Кремль, и опричный двор, и слобода. Была такая великая напасть, что никто не мог ее избегнуть. Давлет-Гирей, пораженный зрелищем огненной бури, отвел свои войска к Коломенскому. Некоторые крымские татары на свой страх и риск бросились грабить в охваченном огнем городе, но погибли вместе с москвичами, поскольку хан не одержал убедительной военной победы и опасался повторного сбора русских войск. Он не стал идти на северные и северо-восточные уезды, а повернул назад по Рязанской дороге, подвергнув по пути опустошению юго-восточную Украину и уведя с собой множество пленных. Иван IV не сразу вернулся в сожженную Москву. Он повелел собрать купцов, ремесленников и торговцев из разных городов, чтобы заново отстроить и заселить столицу. Для этого в городе отменили налоги и ввели беспошлинную торговлю. Были наняты около 7 тысяч каменщиков и строителей, которые за 4 года возвели вокруг Москвы новую каменную стену. В столице также издали полицейское распоряжение, запрещавшее допуск к местам последующих пожаров тех, кто не принимал участие в его тушении. Литовский летописец Бальтазар Рюссов, видевший, конечно же, Москву как вражеское пространство, писал в литовской хронике: «Это крайне удивительно, и все люди, видевшие Москву до того и бывшие в ней также во время пожара, говорят, что если бы московит сам нарочно захотел зажечь и сжечь город, то ему невозможно было бы сжечь дочисто в несколько дней того, что сгорело в 3 часа. Тут московиту было оплачено за все, что он сделал с бедной Ливонией и Финляндией прошлую зимою». В военном отношении сражение под Москвой хоть и было сопряжено для русской стороны с серьезными потерями, однако оно не стало разгромным для русских войск. В результате разворачивающихся событий армия пришла в расстройство. Также на улицах Москвы были практически полностью уничтожены огнем ее обозы, пало множество коней, пострадала полевая артиллерия. Однако численность войска, комплектуемого из поместной конницы за счет служилых городов, судя по кампании следующего 1572 года, существенно не сократилась. Пожар оказал большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Ивана Грозного. Небоеспособность опричных войск при защите столицы продемонстрировала необходимость распуска опричнины. Сожженный опричный двор не восстановили, а некоторые видные опричники были казнены. После трагических событий московское правительство также задумывалось о строительстве каменной стены вокруг Белого города, которую было бы не под силу преодолеть татарской коннице. Так была возведена Белгородская стена, но только лишь в начале 1590-х годов правительством царского шурина Бориса Годунова. Давлет-Гирей писал царю о причинах своего нападения на Москву. «Жгу и пустошу все из-за Казани и Астрахани, а всего света богатства применяю к праху, надеясь на величество Божие. Я пришел на тебя, город твой сжег, хотел венца твоего и головы, но ты не пришел и против нас не стал, а еще хвалишься, что где я московский государь. Были б тебе стыд и дородство, так бы пришел и против нас бы и стоял». В результате Иван IV был готов уступить Астрахань Крыму, но не Казань. Стремясь повторить успех летней кампании, Давлет-Гирей планировал захват и подчинение всей Руси. Этот план нашел поддержку у османской администрации в Стамбуле. В 1572 году хан организовал новый поход на Москву, однако все решила историческая битва при Молодях, о которой мы будем говорить в будущих выпусках. Друзья, как всегда, пишите в комментариях ваше мнение о наших выпусках, ставьте лайки и изучайте историю вместе с нами. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.